Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: откровение судьбы. Что ждет вас в ближайшие 2 месяца? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, какое откровение вы получите. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Сразу бросился в глаза вот этот вот кораблик. Смотрите, видите, вот парус, вот она сама лодочка. Кораблик движется в очень хорошем направлении, слева направо. Единственное, то, что он как-то накренился у вас, но это скорее говорит о вашей неуверенности, либо о вашей усталости, либо, как знаете, вы с какой-то ситуацией смирились, опустили ручки. Нет, судьба говорит, что все поменяется. Вам будут открыты новые дороги, новые возможности, путешествия, какие-то интересные поездки, ну и, конечно, новые начинания. Поверьте, это в вашей жизни точно будет. Вы не ждете, а оно придет. Оно придет, оно случится. И именно с вами случится. Хороший знак. Идем дальше. С правой стороны у вас вышел человек с сильными ногами. Обычно так показывают людей, которые крепко стоят на ногах. Такой сильный, уверенный, самодостаточный человек. Человек, который имеет более чем другие. Может быть, денег, может быть, возможностей. Может быть, человек такой статусный, прям зрелый человек. У вас идет с этим человеком встреча. Встреча, знакомство через третьих лиц. Вас, скорее всего, познакомят, либо вы будете с кем-то, либо у кого-то в гостях, да, и произойдет знакомство. Девушки, женщины, обратите внимание, человек очень серьезный, да, закрытый, да, будет молчаливый, но его это совершенно не портит. Наоборот, это большой-большой плюс. Человек не хвастается, себя в грудь копытом не бьет, бисером себя не посыпает, блестяшками. Человек знает, что делает, человек живет правильно по закону и мирскому, и по закону высших сил, очень порядочный. Обратите внимание, с этим человеком получится прекрасные взаимоотношения, но у кого-то из вас получится просто идеальная, насколько это возможно, семья. Если вы мужчина, смотрите мою отсыпочку, то это знакомство очень перспективное для вас. Перспективное в плане работы, рабочих связей, может быть, даже какого-то покровительства. Вот. Смело знакомьтесь, не обращайте внимания, что человек по большей части молчит, да, он просто слушает и думает. Это очень правильная позиция. С правой стороны, вам на благо, вам на пользу, как говорится. Идем дальше. Здесь у нас женщина, которая что-то отмечает, празднует, веселится. У нее длинные волосы. То есть это какой-то длинный путь. Она прошла какую-то очень долгую, тяжелую работу, выполняла, да, работала над этим. Она празднует свою победу. У нее в руках бокальчик. И она красивая, она счастливая, она смотрит вправо и вверх. Как, возможно, какой-то результат. Долгая работа, долгий путь и хороший результат. Вы празднуете и празднуете свою победу. Я вас, мои хорошие девочки, поздравляю. То, чего вы хотели, то, к чему вы так долго шли, наконец-таки у вас произойдет в ближайшие 2 месяца. Так, с левой стороны тоже кораблик, который плывет слева. Скорее всего, появление человека, которого вы не ждете. Либо человек появится без предупреждения. Человек уже спешит в вашу жизнь. Человек прям на волнах, да, возможно, непростой путь, возможно, какие-то волнения, переживания у этого человека есть. Но человек вплывает в вашу жизнь, плывет, опять же, слева направо, то есть с хорошим плывет, не с плохим, мысли хорошие. Неожиданно появится этот человек. Знакомый, приятель, может быть, даже какой-то бывший, либо кто-то из родственников, без предупреждения.
без предупреждения. Может быть, до конца человек не уверен, доберусь, не доберусь, доплыву, не доплыву, но появится, точно появится. Так, здесь какой-то великан, от которого все страдают. Либо человек действительно обладает властью, да, давит на других людей, заставляет себе подчиняться. Либо это какие-то законы, правила, как верховенство власти закона над обществом, над людьми. Что-то будет меняться. А у этого великана, смотрите, руки отпадают и ноги короткие становятся. Нет возможности, да, нет возможности дальше кого-то принуждать, нет возможности давить на людей, подчинять себе людей. Нет такого закона, который бы смог остановить человека, либо не допустить к чему бы то ни было. Возможно, меняются законы, меняется власть. И также, если это какой-то конкретный человек, да, человек теряет свою силу, теряет свой авторитет, теряет свои полномочия. Этот колосс очень как-то долго будет рассыпаться по частям, потом просто рухнет в один момент. Такая картинка идет. Но вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Смотрите, когда этот колосс рухнет, всем станет легче. Это будет как день праздника, день веселья, день, не знаю, как освобождения, да, вот хороший день. Не только для вас, но и для каких-то других людей. А может быть, общество в целом, да, тех людей, которые живут рядом с вами. Рухнет, 100% рухнет. У него уже, видите, руки отпали и ноги стали короче. Еще здесь мужчина очень резко отворачивается от какой-то женщины. Просто вот в один момент отворачивается. Может быть, это его женщина, может быть, это его какая-то родственница. Женщина как будто бы за ниточки все время дергала. Эти ниточки рвутся в один момент, вот просто лопаются, рвутся, и нет у нее власти над этим мужчиной. Вы все разные. У кого-то, возможно, это ваш мужчина, который отвернется от своей ревнивой мамы, да, которая вас не любила. Может быть, это какие-то треугольные отношения, да, когда мужчина отворачивается от одной женщины, поворачивается к вам. Это будет настолько резко, настолько неожиданно, вы даже сразу не поверите. А вот когда поверите, обрадуетесь. Хороший на самом деле для вас момент, очень неожиданный момент. Эта женщина, она навсегда теряет власть над ним. Она уже никогда не сможет возобновиться в своих правах и опять также влиять на этого мужчину. Да, возможно, они когда-то и будут общаться, но все, поезд ушел, как говорится. К ней он больше никогда не повернется и не откроет сердце. Так, еще какая-то информация не подтвердится. Информация, которая для вас очень болезненна. Либо вы ее болезненно воспринимаете, либо считаете для себя неприятной, опасной. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется, но здесь правда всплывет наружу. То, что вам было неприятно, либо то, чего вы боялись, оно не подтвердится. То есть его не существует. Это все было неправда. Так, с правой стороны. С правой стороны у вас поддержка людей, которые вас окружают. Вас и поддерживают, и вам помогают, и в вас верят. Знаете, как будто бы люди становятся у вас там за спиной и вас как подталкивают. Либо говорят, опирайся на нас. Да? Вот мы здесь все рядом для тебя, мы с тобой. Да? Опирайся, когда тебе надо. Это будет очень приятно, и это будет очень кстати. Я не знаю, что больше вас замотивирует, либо что больше вам пригодится. Помощь, либо само обозначение, что да, мы готовы тебе помочь. Вы понимаете, что вы не одна, не один, а за вами есть люди. Люди, которые и верят, и поможет, и поддержат, да, и вообще, в принципе, с вами рядом. Очень хороший знак, который вас окрыляет. Так, кому-то придется куда-то ехать. И ехать, причем с большим количеством сумок. Большое количество сумок. Сумки, чемоданы, баулы, как хотите, так и называйте. Большое количество. Либо вы едете с таким багажом, либо к вам кто-то приедет с таким багажом. Тяжело. Это тяжело. Тяжело эти сумки носить, тяжело за ними следить. Если вы куда-то поедете, старайтесь ограничиться каким-то небольшим количеством багажа. Если к вам приедут, что, надо будет носить, надо будет помогать. Берегите спины и понимайте, что мы все-таки люди,
мы не роботы, да, как бы запас человеческих сил, он ограничен. Можно и надорваться, можно и здоровью навредить, и растяжение получить, и любые другие травмы. Имейте это в виду. То есть здесь даже как предупреждение вам вышло. Так, дальше у вас вышла чаша, которая наполняется. Медленно наполняется, но уверенно. Обычно по чашам показывают зарождение чувств, либо состояние здоровья человека. Если вы с кем-то в отношениях, и отношения ваши либо только начались, либо вы после ссоры как-то там восстановились, примирились, поверьте, вы на правильном пути. Это чувства и чувства настоящие, и они будут набирать силу. Да, их будет становиться все больше и больше, доверия будет появляться больше, нежности больше. То есть здесь все переходит в любовь. Если вы себя плохо чувствуете, такое неважное у вас состояние, вы пойдете на поправку. Пусть не сразу, пусть не быстро. Может быть, нужно будет какие-то медикаменты попринимать, либо собой позаниматься. Но это будет. Чаша наполняется медленно, но уверенно. Это хороший знак. Дальше. Здесь человек будет предлагать вам союз. Союз. Двойка очень, кстати, скромная. Союз, это может быть как союз между мужчиной и женщиной, так и союз, например, там, как коллеги, напарники, сотрудничество, да, такие союзы, дружеский союз. Скромненько, скромненько, но здесь все шансы, что эта маленькая двоечка в будущем перерастет в эту гигантскую двойку и покроет собой все на свете. Поэтому даже самое скромное предложение, оно, поверьте, будет расти, развиваться, прогрессировать и выйдет на новый уровень. Вот. Не стоит говорить, что ой, нет, что-то прям ни о чем, да, предложение ни о чем, пойду поищу другого человека. Нет, лучше так не реагировать, а лучше принимать, либо начинать с чего-то малого. Поверьте, будет рост. Рост здесь просто гарантирован. Тот, кто вам предлагает, человек не глупый, человек перспективный, и человек как-то вот прям хорошо с вами коннектится. То есть у вас либо энергетики похожие, либо, знаете, как говорят, из одного теста люди, да, из одного теста. Хороший на самом деле знак. Главное, чтобы вы не отвернулись от этого человека и не посчитали, что это предложение, ну уж слишком ни о чем, либо слишком скромное. Поверьте, здесь есть потенциал, и вот она, маленькая двойка, перерастает в гигантскую двойку, причем какой-то короткий срок. Имейте это в виду. Так, идем дальше. Девушки, женщины, мои хорошие, смотрите, у вас здесь маленькая розочка вышла. Розочка крайне редко появляется в моих отсыпках, но это очень классный знак, особенно для женщин. Это говорит о том, что вы расцветете, вы будете меняться. Будет меняться не только ваша внешность, но и ваше внутреннее состояние. Вы поверите в себя, в свои силы. Вы будете очаровывать, ну просто, вот знаете, всех подряд, да, всех подряд. Любого человека сможете очаровать. Никто не сможет противостоять вашим чарам. Вы это умели всегда, но по каким-то причинам либо об этом не знали, либо этим никогда не пользовались. Идет ваше время. Время, когда вы расцветете. Расцветет. Прекрасная роза расцветет. Кстати, роза не только прекрасная и обладает замечательным ароматом, у нее ведь и шипы есть. То есть любому человеку вы будете способны дать отпор. Кого-то прямо будут называть прекрасной розой. Прямо я слышу, что вас называют прекрасной розой. Хороший знак. Так, здесь у вас огромная стена, как айсберг, такой холодный большой кусок льда. Он начинает таять. Может быть, это ситуация, которая была заморожена. Может быть, это какие-то взаимоотношения, которые вот прям в стадию заморозки вошли. Да? Люди друг к другу охладели, люди друг от друга отвернулись. Люди поссорились и затаили обиду. Начинает таять. К сожалению, этот айсберг не растает до конца в ближайшие 2 месяца, но так конкретно подтает. Вы прям будете это ощущать. Не форсируйте события. Всему свое время. Пусть он тает при естественных условиях. Да? Чем дольше вы друг к другу присматриваетесь, либо в отношении друг друга вот такими мелкими шажками двигаетесь, тем лучше. Поверьте, тем лучше. Но этот айсберг 100% растает. Если какая-то ситуация оказалась в стадии заморозки,
Вы, например, услышите, да, что вот какие-то изменения произошли, что-то поменялось. У вас будет время подготовиться. И в момент, когда это все, значит, растает и будет доступно, вы можете действовать и получить то, что вы хотели, то, что вы, например, для себя решили сделать. Да? Хороший на самом деле знак. Так, дальше. Здесь пришло время. Пришло время чем-то заняться, либо что-то начать. Начать новую работу, начать свой бизнес, начать свое развитие, саморазвитие. Здесь знак удачного начинания. Резкого, скорого, удачного начинания. Знаете, как в один день вы решаетесь. Вот жили вы себе спокойненько, ходили на работу, и тут бац, и понимаете, что нет, надо мне открыть свой бизнес, да, надо мне работать самому на себя, да, самой на себя. Резкое решение и очень удачный старт. Знаете, прямо получаться будет. Хороший знак, очень хороший знак. Но кто рискнет, тот не пожалеет. Очень успешное начинание для вас идет. И очень, кстати, результативное. Вы прям как на гребне волны. Да? Вот поймаете свою волну. Кто серфингом занимается, тот понимает, о чем я говорю. Да? Ловите свою волну, и вы на гребне этой волны прям. Она вас несет. Да? С наименьшим сопротивлением вы двигаетесь. Очень классный знак. Ну, здесь стоит рискнуть. Если вы чувствуете, что вы готовы, вот поймете, да, я готова, я хочу, поверьте, у вас все получится. Если вы будете переходить на новую работу, менять вид деятельности, все будет очень успешно. Здесь очень классные сопутствующие обстоятельства идут. Надо, ребятки, принимать решения. Я не говорю, что надо рисковать, да, надо принимать решения и надо в себя верить. Вот именно на вот этой вере в себя вы берете эту высоту. Причем быстро берете. Так, еще вышло ваше ухо. Приятную информацию вы будете получать, слышать, получать. Прям наслаждаться этой информацией будете. К сожалению, не могу сказать, откуда она придет, но она будет настолько приятна, что через ухо согревается ваше сердце. Представляете? Классный знак. Давно вы такого не слышали, либо в принципе никогда не слышали, да, не получали такую хорошую, приятную информацию для себя. Но это будет, 100% будет. В венце вышел ангел, который вам указывает на что-то, чего вы раньше не замечали, не видели, либо в принципе о чем не думали. Здесь либо подсказка очень такая конкретная от высших сил придет, либо у вас, да, интуиция проснется, и вы прям по-другому будете смотреть и на себя, и на вещи вокруг себя. Смотрите, ваша дорога жизни была узкой. Благодаря подсказке вашего ангела она расширяется. То есть вы видите, что у вас очень много возможностей. Вы понимаете, что вы не в ограниченных условиях, а в расширенных условиях. Здесь явно что-то с вами происходит. Какие-то очень глобальные метаморфозы, как внутри, так и снаружи. Проработка себя, проработка своих сильных качеств, расширение кругозора. И действительно, ведь смотрите, какая широкая дорога становится. Не узкий короткий путь, а очень широкая просторная дорога. Ждите знаков, ждите сигнала, ждите подсказок. И ждите обострения своей интуиции. Это нормально, это естественно, так и должно быть. Не глушите в себе свою интуицию. Присматривайтесь, прислушивайтесь и реагируйте на все эти знаки, которые будут вам посланы. Поверьте, это все идет в ваше благо. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.